Дуслар, хайрле кэн, добрый день, друзья. Традиционно наш технический вопрос, как звук. Напишите по поводу качества звука, по поводу качества картинки. У нас сегодня стрим с Дамирабой Исхаковым. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Стрим у нас сегодня посвящен подведению итогов нашей переписной кампании. Мы готовились к переписи 2 года. Ну, как уж готовились. Информационная кампания шла 2 года, потому что перепись переносилась. Одна из таких, наверное, на моей памяти, а у меня память небольшая, я всего лишь 2 переписи пока еще пережил. Переписи 2010 года, 2002 мне я там был школьником, и вот перепись 2021 года уже в зрелом возрасте. В общем, Дамир Абы на самом деле уже итоги переписи подвел в передаче «Камсагаты», которая вышла на ТНВ. Вы, в принципе, можете посмотреть на канале ТНВ Татарща. Я, в принципе, наверное, не буду повторять эти вопросы, которые там были заданы Дамир Абыга. Давайте мы более посвежее вопросы здесь зададим, более прямые, более неудобные Дамир Абыга вопросы. Будьте так что активнее, более раскрепощеннее. Я лишь обозначу один момент, который Дамир Абы обозначил в Камсагатте. Главное отличие, значит, этой переписной кампании, то, что произошла очень широкая публичная дискуссия в интернете, в соцсетях, получается, да, вот, то есть, такой в электронном пространстве, да, таком получается, в информационном пространстве, что, значит, у нас в этой дискуссии очень много людей поучаствовало, что наша переписная дискуссия, это не только была уделом или спором историков Татарстана, Башкортостана, то есть там этнографов Башкортостана и Татарстана, а также только там политиков Башкортостана и Татарстана, а что в этой дискуссии также поучаствовали более широкие слои населения, широкая аудитория, в том числе и наши подписчики, наши зрители и комментаторы YouTube-канала также поучаствовали. И вот это вот такая, можно сказать, отличительная черта этой переписной кампании. Сейчас Дамир Абы тезисно расскажет о своих выводах, но я, наверное, немножко выскажусь, и Дамир Абы может как бы отреагировать на вот этот такой мой вопрос, который у меня возник по итогам этой переписи населения. В общем, у меня вчера вышел материал, посвященный вопросам, которые возникли при переписи татар в 1897 году. И я, в общем, увидел кое-какую реакцию на этот мой материал. В частности, телеграм-канал «Не Айсин», который считается, в принципе, таким протатарским, да, пронациональным таким телеграм-каналом, почему-то раскритиковал мой этот материал. Он там, сейчас я секундочку его найду. В общем, «Брас шамада булурга тиештир», то есть мне обращение типа «Ильнур, где твои границы, где пределы?» И Архамов уже слишком рьяно, нарочито, в явно провокативной форме отстаивает вражду. Татарстану это явно не нужно, это выгодно другим. Нельзя не признавать брата, даже если он тебе чем-то насолил. То есть месседж получается у этого послания такой: вот вам, татары Башкортостана, воздушный поцелуй, встретимся в следующей переписи через 10 лет, а сейчас, не мешайте нам с башкиром отстаивать федерализм в России, времена непростые, сами видите, что происходит вокруг Татарстана. И, в принципе, у меня, конечно, вопрос, откуда вот такие настроения у нас витают, потому что ровно в такую же парадигму, ровно в такой же настрой, например, укладываются несколько публикаций в газете «Бизнес онлайн». Там, значит, одна статья там была с предложением, давайте мы 100 тысяч татар отстегнем башкирам, что нам жалко, что ли? Вон, видите, башкир по численности догоняют чеченцы. Еще там какая-то провокативная статья про то, что там 50 великих там башкир Татарстана. С явным таким настроем, перепись это такая неудобная дискуссия между татарами и башкирами, и давайте, значит, ее сворачиваем, у нас впереди
великое дело по защите федерализма, вместе крепко за руки держась с башкирскими идеологами и, видимо, с башкирскими общественниками. Дамир Абы, давайте теперь я Сюзны берем, вам передаю слово. Значит, какие у нас есть итоги по нашей переписной кампании 2020-2021? Приветствую всех, кто смотрит данную передачу. Но начну с того, что именно тут затеял. С башкирским народом у нас отношения по-прежнему хорошие. И слава Аллаху, я очень рад этому. И вообще татарстанская сторона, в том числе и политтехнологи Татарстана, вообще-то воевали не с башкирским народом, а с башкирскими этномиссионерами, можно сказать, этномародерами. Тут проблем никаких нет с этой точки зрения. Хотя следует признать, что вот позиция вот этой небольшой кучки людей, которые сделали очень сильные нападки на татар, на самом деле успели немножко распространиться, в том числе повлияли и на башкирские народные массы, к сожалению. Это приходится признавать с сожалением. Потому что сейчас уже ясно сказали некоторые башкирские интеллектуалы, которые выступали в миллиарде татар, что вообще-то башкир, со стороны башкир нас сейчас считают просто соседями. Никакими там небольшими друзьями, и не братским народом, а просто соседями. Ну ладно, то неплохо, в общем-то, хороший сосед тоже неплохое дело. Поэтому здесь сейчас, если перейти к конкретике, у меня есть с чем сравнить. Я очень активно участвовал в переписи 2002 года, и действительно вот та констатация особого характера этой последней переписи, она имеет право быть. В 2002 году основная война шла идеологическая, так скажем так, или же научная методологическая война, можно сказать. Она шла на страницах периодической печати. Тогда еще интернет не играл такой роли. А вот сейчас уже видно, что мы имеем другое вооружение, которое можно использовать в двух аспектах. Там, если на нас нападают, можно тоже напасть таким же образом, ничуть не меньше, даже, может быть, даже более хорошо можно отделать противника. Я вот с удовольствием смотрел, как Искандер Измайлов расправляется с построением Бердина. Я слышал, что этот опус Бердина группа этномиссионеров писала почти 4 месяца. Слышал, что Бердин просто шлифовал текст. А Искандер Измайлов при помощи интернет-вещания одним ударом покончил с этими построениями. Я думаю, что вот мы сейчас имеем мощное вооружение в этом плане. И действительно, вот переписные дела обсуждались очень широко. И я могу сказать, что группа, которая работала под моим началом, тоже использовала интернет-пространство. Наша группа еще на первой стадии сделала и поставила на видеопространство 37 видеофильмов. Многие эти фильмы видели. Причем, в отличие от башкирских этномиссионеров, мы сделали научно очень грамотные видеофильмы. Я сколько ни искал, так и не нашел в возражениях со стороны башкирских этномиссионеров аргументированных возражений на самом деле не было. Были всякие выкрики, танцы живота и так далее, но аргументов было маловато. Поэтому я так для себя сделал заключение, что татарская сторона одержала методологическую победу. И как бы ни крутились сейчас башкирские политтехнологи и этномиссионеры, им, так сказать, придется иметь дело с тем фактическим материалом, который татарская сторона выставила. И на самом деле материал-то он массированный. Вот я слышал, что буквально на следующей неделе, кажется, в Институте языкознания будет выступать Юсупов, и там он будет вещать о северо-западном диалекте. Длинные у него выступления, у него там заложено. Но так как Юсупов, он вообще не языковед, я думаю, что это будет такое политтехнологическое выступление.
Ну, выступление этномиссионера. Однако я заранее предупреждаю и вот будущих башкирских этномиссионеров. Татарстан, татарские ученые обладают очень массированным лингвистическим материалом по территории, в том числе Башкортостана. У нас издан историко-лингвистический атлас диалектологический. Он создан на основе обширного экспедиционного материала. И всякие там тетки, которые хотят появиться в виде таких серьезных лингвистов на этих совещаниях или конференциях, они подпадают под пристальный взгляд наших лингвистов. И я смею заверить, наши диалектологи и вообще наши лингвисты способны поставить на место любых московских лингвистов, которые отойдут от научных данных. Потому что оплата труда со стороны националистических кругов башкирского руководства еще не означает, что там будут научные данные. А мы будем выставлять в ответ научные данные. И поэтому вот в ходе переписи мы опробировали те научные достижения, которые у нас были сделаны в предыдущие годы. И я думаю, что мы выставили значительный заслон научный. Я вот из последних примеров могу привести разбор в Казани проблем вотчинников. Очень грамотный был разбор, который доказал, что отнюдь не только башкиры выступали как вотчинники, а это серьезный удар по типу построения. И потом вот то, что я рассказал по поводу переписи 1897 года, на самом деле там тоже есть очень существенное новшество. Вот сейчас известный специалист, татарский историк, он раньше на книгу по переписным делам этого 1897 года выпустил книгу Ильдус Загидуллин, сейчас заканчивает другую работу. У него уже были публикации, и из них отчетливо выяснилось, что на самом деле башкортостанская сторона вообще не смогла разобраться в тонкостях переписи 1897 года и выдает за свое понимание, за реалии научные, что отнюдь не так. Не зря такой известный этнолог, как Раиль Кузеев, предупреждал очень давно уже. Я как еще аспирант московский, кузеевские труды использовал, и у меня и кандидатская диссертация об этом сказано, что на самом деле эта перепись построена на якобы лингвистических принципах, по ряду моментов при подведении итогов была выстроена вообще на нелингвистических принципах. Поэтому к переписным материалам тоже надо подходить очень грамотно, там есть своя методология. Если ты не разбираешься в этих вещах, можешь попасть в просак. Я думаю, что башкирские исследователи, которые опубликовали некоторые этностатистические сборники, ну, начиная с ревизских сказок конца XVIII века и включая вот эти материалы 1897 года, они на самом деле не обратили внимания на многие методологические проблемы и сейчас попали под сильный удар. Им придется крутиться как ужи на сковороде, потому что надо держать ответ за свои построения. И с нашей стороны обязательно соответствующие и дальнейшие построения будут выставлены на всеобщее обозрение. Потому что кроме башкортостанской науки, а я обращаю внимание, что вообще-то далеко не все башкирские ученые участвовали вот в этих разборках. Классические академические ученые остались в стороне, и они, как сказать, вели себя более осторожно, а вот те, которые выставились, типа наших этномиссионеров из Института стратегических исследований, они сейчас должны будут за свои слова держать ответ. Я думаю, что им будет нелегко. Поэтому, когда мы ведем речь о переписях, об их методике, о подведении итогов, мы должны иметь в виду очень много контекста всякого, и там возникают серьезные вопросы. Вот, Раиль Губерович Кузеев, он и про вообще советский период, я уже не беру про более ранний период,
демографический процесс в Башкортостане всегда высказывался очень осторожно. Я помню, вот из его демографического сюжета он все время говорил: в Башкортостане на северо-западе идет процесс ассимиляции башкир татарами, очень медленный, потому что эти группы находятся в составе Башкортостана, но тем не менее процесс идет, он говорил. А сейчас мы уже знаем гораздо больше, чем во время Накузея было известно. И оказалось, что в некоторых случаях, это даже я сам не знал еще, когда писал кандидатскую диссертацию, в некоторых случаях мы вообще под графой башкиры вообще не имеем дела с башкирами в ревизских сказках, а просто сословными группами, в рамках которых есть много других этнических групп, включая и большую массу татар. Это сейчас все выяснилось, и уже сейчас можно смело сказать, что на всякие демографические построения надо совершенно другой взгляд бросить, и при использовании их материалов надо очень себя очень осторожно вести. Конечно, вот последняя перепись, она характеризовалась тем, что в разных районах были всякие нападки на татар. Ну, скажем так, была откровенная попытка вообще разрушить татарскую нацию как единое целое, что, конечно, сделать было в принципе невозможно, но попытки такие были сделаны. Это про Мишарский центр имеете в виду? Да, Мишарский центр, там попытка ликвидации самого понятия татары, внедрение среди астраханских татар новых подходов к их этнической истории, то есть стремление объявить их нагайцами. Всякое было сделано, но я уже имел возможность высказаться. Еще раз повторю, вот что касается астраханских нагайцев, так называемых каргашей, тут я думаю, что нужны большие исследования, которых на самом деле нет. Это кавказские нагайцы, как-то их при поддержке башкирских этномиссионеров поджуживали все время, что вот вы не просто нагайцы, каргаши, и вы еще должны других астраханских татар тоже объявить нагайцами. Но я обнаружил интересные материалы, в том числе отражены, кстати, вышедшие в большой книге «Алтайцы», она в Горно-Алтайской республике вышла, которые говорят, что в XVIII веке из Алтайской зоны в состав калмыков была переселена значительная группа тюрок. Я думаю, что связанная с телеутами, теленгитами, но больше всего, я думаю, связанная с той группой, которая осталась на месте проживания, сейчас территория, кажется, Иркутской области, где была группа карагас. Ну, по-русски пишется карагас с мягким знаком. Они сейчас уже обрусели, но язык их известен, но их все время зафиксирован. Вот у меня такое мнение, что это, скорее всего, и есть вот так называемые карагаши, которых по непонятной причине объявили нагайцами в астраханской зоне. Здесь астраханские группы должны четко понимать, что этноним «нагай» по отношению к татарам все время широко применялся среднеазиатскими тюрками, особенно казахи именовали нагаями всех татар. Это мы знаем даже из эпических материалов. Я вот специально изучал эпос Чурабатар, где отчетливо видно, Чурабатар, он был из племени Аргын, он приходил и в район Астрахани, Хаджи-Тархана, как написано в эпических материалах, он и в казахских степях побывал, но он находился даже в районе Астрахани. Я думаю, что, скорее всего, в составе Большой Орды. Чурабатар и его разные походы в казахской версии эпоса Шора, и есть эпические произведения, посвященные отцу Чурабатара, Нарикбею. Там везде казанские татары, жители Казани всегда именуются нагаями. Поэтому вот то, что соседние Астрахани казахи, кстати, состоящие в основном тоже из нагайцев сами, именовали нагаями всех татар, это вполне понятно, но вот ученые же должны немножко различать то, что является подлинным этнонимом, и то, что извне привнесено, то есть это не самоназвание. А вот полуграмотные
нагайские специалисты, которые не имеют образования по этому поводу, или же подвержены влиянию чуждых татарским интересам групп, такие тоже есть, они вот пошли по этим стопам и на самом деле забрели совершенно неправильное русло. И в итоге была попытка такая раздробить астраханских татар. Ну, я думаю, что это тоже не увенчается успехом, но, по крайней мере, там шум был поднят. Такие вопросы в других районах тоже были, но во многих случаях там, вот, кстати, элементарное невежество находится в основании. Дамир Абы, тут нам уже вопросы шлют. Если что, у нас есть, значит, я номер телефона оставил в описании под стримом. Можно писать вопросы мне в WhatsApp, в Telegram, здесь я читаю. В общем, Дамир Абы, такой вопрос, и, знаете, я бы его объединил, здесь даже два вопроса, они касаются, значит, Всемирный конгресс татар и его роли. Зачитаю, значит, некий юрист Батырша из Набережных Челнов. Министерство культуры проводит концерты на Сабантуях, филармония концерты, Минобразование учит детей, содержит учителей татарского, раздает учебники ТНВ, показывает передачи о татарах миром, устраивает ток-шоу о переписи. А что делает Конгресс татар? И еще один вопрос, значит, пишет Фатих Амирхан. Книги, газеты, журналы помогают сохранять нацию и татарский язык, их выпускает государство Татмедиа Интертат, неплохо освещали тему во время переписи. А что делает Конгресс сам? Мы видим вас пробующими чак-чак, я не знаю, вас это он имеет в виду, вас, Дамир Абы, вы чак-чак недавно ели, нету? Возлагающими цветы, а по жизни как? То есть, Дамир Абы, вот в наших этой переписной кампании, в каких координатах, как вы опишете роль Всемирного конгресса татар, ну и, наверное, его будущую роль, у нас же через 10 лет новые переписи? Ну, тут просто люди задают вопрос, потому что они глубоко не разбираются в том, что происходит в татарском мире, к сожалению. Роль Конгресса татар была достаточно высока в переписную кампанию. Ну, наша роль ведь она не всегда видна на поверхности, потому что мы занимались многими делами, которые широко не освещали. Вот, например, я же сказал, что мы поставили много видеофильмов, где объясняли, что происходит и как татар понимать историю их. Все эти программы, они под эгидой Конгресса были подготовлены. Это вообще очень большая работа, на самом деле. Вот с удовольствием народ сидел и смотрел и передачи, которые на ТНВ проходили. Я сам участвовал примерно в 20 передачах на ТНВ. Но это тоже, на самом деле, вся организационная работа была выстроена Конгрессом татар. Под нашей эгидой мы курировали многие такие подготовительные работы по изготовлению этих передач. Там же надо народ собрать, немножко со специалистами разговаривать. Вот это очень большой объем работы. И мы печатали и печатные материалы тоже. Этот вопрос координировали, потому что координационная работа тоже важна. И потом, вот народ на это не обращает достаточно внимания, мы очень много ездили. Кстати, да, у вас во время переписи были же командировки, насколько я помню, Сибирь, Санкт-Петербург. Не только, вот я могу перечислить, куда я лично сам ездил, а многие другие ездили в другие места. Я был в Омске, в Тюмени, Тобольске, 2 раза в Уфе. Потом ездил в Пензу, Самару, Петербург. Вот надо иметь в виду, что мы же не просто так ездим, мы когда туда куда-то едем, мы встречаемся с татарской общественностью, выступления делаем, на вопросы отвечаем и встречаемся в разных аудиториях, молодежных, старшего поколения и так далее. Поэтому так как таких поездок по линии Конгресса были десятки, если не сотни, сейчас вот у нас отчет будет еще только в начале декабря, там мы точно узнаем, сколько мест мы ездили, все если в купе взять. Так что эта работа тоже проходила. И потом, вот конкретно могу сказать, вышла работа, которая была посвящена материалам ревизских сказок по Уфимскому уезду XVIII века. Так эта работа первоначально курировалась Конгрессом татар. Первая встреча с исполнителем этой работы проходила в Конгрессе. И там мы договорились, что эту работу обязательно надо издавать.
переговоры прошли, и потом только подключился Институт истории по нашему предложению. Ну, фактически, вот мы были куратором этого издания. Я думаю, что это серьезное подспорье было в противоборстве с нашими недоброжелателями. Или вот в качестве примера могу привести Ильнар Гарифуллин, который фактически работает на журнал «Туганджир», родной край. Он сделал брошюру специальную по Башкортостану. Она не очень объемная, но зато популярная. Эта брошюра также была издана внутри Конгресса, подготовлена и издана на наши средства. Конгресс же распространял эти книги. Тираж был значительный, 7,5 тысяч экземпляров. Это тоже надо плюс включить. То есть ВКТ, в принципе, идеологическую работу вело? Занимались мы, но я не скажу, что вся деятельность с Конгресса была уж больно положительная. Я, например, и в передаче «Хамсагата» критиковал работу Конгресса по некоторым районам. Например, в Башкортостане представительство Конгресса татар работало плохо, потому что во главе поставили молодого человека, неопытного, к тому же он оказался трусоват. Ну, имам мечети, поэтому как надо не выстроился. И даже вот сейчас можно уже сказать, был конкретный случай, когда мы поехали в Уфу. Он отказался нам обеспечить встречу, отказался распространять наши книги, журналы, которые мы привезли. И в итоге мы вынуждены были здесь, сидя в Казани, организовывать зал заседаний, куда сами пригласили краеведов и общественность, и провели встречу абсолютно без участия этого нашего представителя. И сейчас я, как член Милишура, считаю, что этот человек недостоин места, которое он занимает. А мы же ему условия создали для работы, но он не заработал как надо. Вот это недостаток Конгресса, так что у нас недостатки были. А как вот вы себе можете представить фигуру или личность, которая вот могла бы возглавить представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане, понимая, что в принципе там-то все так же получают зарплату эти наши этномародеры, все так же они близки к кормушке, все так же они близки к грантам и так далее. Как вы вот себе представляете вот в таких очень суровых политических реалиях человека, который представляет интересы ВКТ? Ну, откровенно говоря, мы в Башкортостане видели и более суровые условия, потому что мы там работали во время Рахимова, было очень нелегко, а уж перед уходом Рахимова в 1992 году, там же фактически мы даже встречи татар не могли проводить внутри Башкортостана, и даже были выездные встречи в Москве, в Казани, потому что в Башкортостане невозможно было собраться. Сейчас там условия уж не такие плохие, хотя, конечно, нажим сильный есть. Но я вот помню, что в самые суровые времена там, например, работал Алик Лукманов, уважаемый мною человек, который как-то управлялся этими делами. Поэтому, если грамотно выстроиться, и если будет соответствующее финансирование со стороны Конгресса татар, я думаю, что наше подразделение в лице вот, как бы нашего филиала тамошнего спокойно могло бы работать. Но это зависит от умения людей, которые вот стоят во главе дела. Я думаю, что, во-первых, там должен стоять человек опытный, уже достаточно взрослый и, конечно, не пугливого десятка. Условия, из-за того, что условия не очень хорошие для работы, я думаю, нам надо серьезно подумать о том, чтобы мы туда подобрали другие фигуры. Они на самом деле есть, но просто их надо оградить еще от существующих опасностей, потому что на них будет давление, будет обязательно сделано, поэтому мы должны дать им гарантии безопасности, их оберегать и всячески помогать, как только можем. Но это вот как раз работа Конгресса в этом заключается, в сложных ситуациях. Я думаю, что в ближайшее время мы займемся такими делами. Дамир Абы, тут тоже я просто группирую вопросы, они, в принципе, об одном и том же. Вот Ремзиль Валеев у нас в чате, известный нам всем Ремзиль Валеев, тот самый Ремзиль Валеев, задает. Дамир, чем отличаются русскоязычные евреи от русских, а татароязычные башкиры от обычных татар?
И тот же Амирхан Еники, Фатих Амирхан, да, пишет мне вот в WhatsApp, почему вы поддерживаете байки миссионеров о татароязычных башкирах? В чем заключается башкирство таких персонажей, если нет записи в паспорте, не применяется башкирский язык? Точнее, знают только татарский язык. В общем, ваше отношение по татароязычным башкирам, поменялось ли оно как-то, может быть, вы какие-то нюансы, или просто мы неправильно понимаем вашу позицию? Давайте вот как-то, значит, обсудим вот этот момент. Значит, моя позиция, она, конечно, позиция историка-этнолога, поэтому, так как я этим вопросом занимался очень давно и достаточно глубоко, но сейчас, правда, должен немножко свою позицию поменять, я все время писал, что существуют северо-западные башкиры. Это был взгляд и других ученых, в частности Кузеева тоже. Но сейчас я понимаю, что для того времени, когда я вот был аспирантом, еще не было достаточно материала для более сложных конфигураций вокруг этой проблемы. Сейчас ясно, что вот так называемые северо-западные башкиры, они имеют разное происхождение. Среди них есть группы угорского происхождения, а есть и группы, которые имеют кипчакско-кимакское происхождение. Я об этом написал недавно сводную статью такую. Вот эти кимакско-кипчакские группы, они фактически и есть носители татарского языка. Они ассимилировали здесь угров. И вот эта группа, она фактически после русского завоевания Приуралья, она получила общее наименование башкиры, как сословная группа. Это было сословное наименование. И сейчас мы практически не можем восстановить их подлинную идентичность, какую они имели, скажем, в XVI веке. Источников для этого недостаточно. И поэтому их можно как угодно называть, но это коренное население тех территорий. Однако, вот, как я докладываю, согласно этому вопросу, у них есть татарские корни. Это вот как раз переселенцы из Средней Азии. Там тоже есть кимаки, которые там очень давно появились. Я думаю, что первые это такие восточные кипчаки, или на самом деле кимаки, уже в XI веке появились там. И все время находились позже на этой территории. Потом их монголо-татары разгромили. Вот, при таком подходе вопрос сильно усложняется, и при помощи только таких этногенетических построений оказывается невозможным вот, решить эти вопросы. Но другой аспект, про который я говорил, очень долгий сословный путь вот был у этой группы. Потому что начиная с русского периода, они все время маркировались как башкиры, и сами себя так вынуждены были именовать, потому что они были записаны в ясачные книги, и потом все время надо было доказывать права на землю, и поэтому это наименование очень долго продержалось. И в итоге это наименование во многом исчезло только после того, как в России уже после революции 17 года были сословные границы ликвидированы, сословные перегородки. Поэтому здесь сейчас надо сказать, что вот иная ситуация существует. Но когда вот утверждают, что все татароязычные группы являются татарами, я бы не стал так резко выражаться. Конечно, язык является очень важным показателем этничности, очень важным. Но к тому же к этому языку еще добавляются и культурные особенности. Северо-западные группы, ну, скажем так, тюрко-татар, они все имеют общую культуру. И там татар от других групп отделить невозможно. Но ситуация примерно такая же, как, скажем, на русско-украинской границе, Донбасс и так далее. И вот у меня как раз одна из родственниц, она украинка, жена моего дяди. Она, украинка по паспорту или по национальности? На самом деле, она вот как раз из этих групп украинцев, которые в районе Донбасса живут. То есть близко к Ростову-на-Дону. И фактически у них такой переходной язык, его можно маркировать, наверное, так, и как украинский, как русский язык. Но когда, скажем, господин Путин утверждает, что украинцев вообще нет, вот с этим я согласиться не могу. Украинцы существуют. Но вот язык и этничность иногда не совсем хорошо совпадают друг с другом. Поэтому я в своей докторской диссертации, и позже об этом писал, вывел такую формулу, что часть башкир, это как раз северо-западная группа, являются составной частью татарской нации. Вот с этим можно соглашаться, можно не соглашаться,
Но как раз эта формула, она на самом деле может быть использована. Это вот как раз группы татароязычные с татарской культурой, они фактически являются как бы внутренней частью татарской нации. И здесь вот на северо-западе Приуралья границу этническую между татарами и башкирами провести невозможно. Вот в этом вся проблема. Поэтому иногда вот мою эту позицию критикуют некоторые татарские деятели, даже среди ученых я слышал критику, но я остаюсь при своем мнении. Но сейчас, конечно, вот из-за того, что башкирские этномиссионеры пытаются из-за этой ситуации сделать переход в другую сторону, в обратную, то есть из татароязычных групп сделать настоящих башкир, я хочу сказать, ребята, фарш обратно не пропускается. Он уже пропущен в эту сторону. И там татарская культура, татарский язык одержали победу. Я думаю, что при всем желании из них стандартных башкир сделать не удастся. Дамир Абей, вот я, когда готовил свои видеоролики, столкнулся с такой, ну, наверное, это не проблема, это, наверное, скорее всего, тема, но вы, наверное, о нем уже давно знаете, на самом деле, ввиду вашего опыта и сколько вам лет. В общем, когда я сделал передачу о потомках защитника Казани Япончи, которые находятся в современном там Дюртюлинском, Бураевском, Чекмагушевском районах, да, мне там почти около 10 человек написали: Ильнур, а где можно почитать историю про Ак-Идель-Улус? Мы хотим, вот давай там хоть статью, хоть что, хоть это самое, дай нам, пожалуйста, этот материал. Потому что, ну, у людей, видимо, сложилось впечатление, что я вот это свое видео сделал по одному какому-то уже готовому написанному тексту. Хотя на самом деле я очень большое количество источников и литературы перебрал, чтобы что-то общее у меня получилось. И, ну, получается, что история татар-Башкортостана не написана. И, я так понимаю, истории татар-Башкортостана нету и вот в этом семитомнике истории татар, выпущенном Институтом Марджани, да? Какова судьба вообще вот этой области, вот этой группы татар и ее истории? Потому что татары Башкортостана жалуются: нашу историю переписали, переврали эти мародеры. Что делать? Ситуация, конечно, сложная, но нельзя сказать, что мы совсем не занимались историей Татар-Приуралья. Занимались мы. У меня у самого есть большая книга, это фактически, кстати, наиболее важная часть моей диссертации докторской. Я ведь докторскую защищал по совокупности изданных работ. Диссертацию не писал, но мои книги от средневековых татар к татарам нового времени, кстати, электронная версия есть. Там есть значительный раздел, который называется «Татары Приуралья». Каждый может зайти посмотреть. Там есть и про Пермскую зону, и про, собственно, зону современного северо-западного Башкортостана, или Южного Приуралья фактически. И там вы можете увидеть, что мы уже давно серьезно задумывались об истории этого региона, но, правда, были свои ограничения. Из-за того, что в советский период долгое время история татар писалась только к границе Татарстана, фактически, Татарская ССР, мы Приуральем сильно не занимались, поэтому у нас наработок было не так много. Но сейчас я знаю, что внутри Института истории Аксанов, хороший историк, занимается историей Казанского ханства. И вот термин Ак-Идель-Улус и его сюжеты, связанные с этой территорией, они уже выставлены и в интернете тоже есть, можете посмотреть. Он занимается этой проблемой, я думаю, что накопает немало, потому что он специализированно занимается. И при грамотном подходе там можно и на основе источников установить новые факты, достаточно важные, из которых мы увидим, что эта территория имела очень давнюю историю, и трактовка этнической истории населения этой зоны, которая была реализована в Башкортостане, она имеет очень большие ущербные стороны. И сейчас мы увидим другие подходы. Я думаю, что слишком долго ждать не придется. К тому же Институт истории сейчас реализует проект, который был начат и в виде первого тома издан. «История татар Западного Приуралья» называется. И мы там закончили, я там тоже участвовал периодом татарских ханств. Следующие тома будут по более поздним периодам. Я надеюсь, что скоро, каким-то образом, второй том будет закончен и издан, третий тоже будет готовиться. Тогда мы увидим
история татар Западного Приуралья совершенно в ином аспекте. Да, у нас эти вопросы были серьезно упущены, тут приходится признавать. Ну, самое главное, чтобы лучше поздно, чем никогда. Марат, слушай, жалуются, что немного повыше просят поднять звук, видимо. Можем сейчас технически как-то поправить? Это вот написали мне чуть-чуть повыше. Да. В общем, продолжая получать вопросы, Ильнур и Дамир Абы Салям, скажите, в правительстве Татарстана озабочены ситуацией с этномародерами вообще? Или все эти проблемы оставили только блогерам в удел? Хороший вопрос. Но даже мне немножко обидно стало. Я бы не стал недооценивать наше политическое руководство. Для начала скажу, что вообще-то Всемирный конгресс татар работает под эгидой правительства Татарстана. Мы полуправительственная организация, поэтому если мы что-то делаем, то делаем при определенной согласованности нашей позиции с татарстанским руководством. Как я уже сказал, мы сделали довольно много. И ясно, что мы и финансы получали для того, чтобы работать. Поэтому татарстанское руководство все прекрасно видит и понимает, и принимает самое непосредственное участие в делах. И с нашей стороны были целый ряд попыток. Вот руководитель Милли Шура Василий Шахразиев ездил в Уфу несколько раз, пытался в том числе вот недавно ушедшим Сидякиным договориться, чтобы не воевать между собой. Но в итоге, насколько я знаю, они сошлись на том, что каждый будет делать свое. Сейчас уже Сидякин нет. Может быть, даже интервью даст, как уже ушел, как это было. Но раскрой всю нам кухню, да? Да, после всех разговоров я могу сказать, что вот мы пришли к выводу, что нам надо действовать, и мы не сидели молча, работали. Еще один вопрос задали. Он, конечно, такой узковатый, но, Дамир Абы, давайте попробуем ответить. В общем, в Телеграме, да, вопрос такой. Нам известно, что ряд этномародеров входит в экспертный совет ФАДН, Федеральное агентство по делам национальности. Это Азат Бердин, по-моему? Да, Азат Бердин. Да. Вот. Значит, влиятельная структура государственная, которая также может вести пропаганду против татар. А какие есть выходы у руководства Татарстана на дружественные нам федеральные органы власти, если у башкир в кармане есть ФАДН? Ну, я бы не стал говорить, что ФАДН находится в кармане у башкир. Я думаю, что башкирский эксперт находится в кармане ФАДН. Тут не надо переворачивать. Ну, конечно, ФАДН – это организация достаточно влиятельная, но я бы не сказал, что вся политика делается в рамках этого ведомства. Есть много других способов воздействовать на ситуацию. Но я могу сказать, что как эксперты, хотя мы неофициально, но мы тоже очень часто бываем задействованы во всяких проектах общероссийских. Когда не задействованы, мы действуем самостоятельно. Ну, я могу в качестве примера привести такую работу, когда федеральная база будущих учебников по истории готовилась, татарстанские эксперты все участвовали при выработке федеральных стандартов. Я там участвовал тоже. Это же, на самом деле, важный элемент такой национальной политики, преподавания истории. Таким же образом мы были задействованы и при обсуждении разных других вопросов. Я долгое время сам находился в составе экспертов нашего Госсовета. Какие-то бумаги оттуда мы оформляли. И, скажем, в 2002 году вообще я лично писал официальные письма, которые были отправлены. Лигачева? Нет, это Госсовета. Официальные письма Госсовета в 2002 году. Практически все, они были связаны с переписными делами, практически все письма писал я. Ну, как сказать, основу делал, там, может быть, 2 запятых переставляли, но так содержание осталось то же самое. Поэтому мы участвуем в выработке наших позиций. Если ФАДНу нужно, мы сможем подключиться и к деятельности ФАДНа. Но там же есть своя специфика, которую надо иметь в виду, что в некоторых случаях Москва и московские структуры, не все,
они могут поддакивать башкирскому национализму для того, чтобы подорвать позиции Татарстана и татар. Это нам общеизвестно, поэтому иногда нам приходится действовать вне этих структур, но у нас все равно свои каналы имеются. Мы выходим на московский уровень. Насколько я помню, в принципе, там вот руководство, да, ФАДН, это, по-моему, отставные все офицеры. Вот, и что-то в последнее время какой-то наметился тренд, что офицеры приходят в различные вот такие вроде как научные структуры. Ну, ФАДН, конечно, сложно назвать научной структурой, но ФАДН, он по своему духу вроде как должен коммуницировать больше всего с учеными, да. И вот у меня такой вопрос, а мы не можем договориться с Тишковым? Ну, просто как бы временное перемирие с ним установить. Вот, ну, он же признал, что в Башкортостане жестко переписали там 150 тысяч татар башкирами, чтобы вот с его институтом немножко подружиться и как-то выстроить оборону. Ну, понятное дело, что если он там опять скажет про татаро-башкир, башкиро-татар, мы его покритикуем. Но вот как вы смотрите на возможность такого тактического союза, партнерства с Валерием Федоровичем Тишковым? С Валерием Александровичем. Валерием Александровичем, да, простите. Ну, конечно, с Тишковым у меня отношения не очень хорошие сейчас, но не всегда они были такими. Но, в принципе, я бы не сказал, что позиция Тишкова уж совершенно плохая. Вот я сейчас вчитываюсь в его новую книгу. Так, да, она что у меня за книга? на столе лежит, посвящена проблеме российской нации. Ага. Там есть много интересных рассуждений. И я так, вчитавшись в эту книгу, вообще-то думаю, что по проблеме российской нации мы бы с ним смогли договориться лично. Но меня беспокоит другое. Вот Тишков, хотя я его назвал империалистом, он на самом деле таковым не совсем является. И с точки зрения научных подходов достаточно глубоко прорабатывает проблему российской нации. Он же там объясняет, что российская нация может быть нацией наций. Это тоже нормальная формула, потому что вот есть татарская нация, внутри Татарстана в том числе, есть башкирская нация, мы можем договориться. Это же означает, что он признает федерализм. Но другое дело, что вот в Москве есть желающие пойти дальше, чем Тишков. Вот это уже серьезная проблема, потому что вот совсем недавно спикер Госдумы Володин прямо сказал, что вообще-то создание национальных республик было ошибкой. Это же он повторил мнение главнокомандующего нашего государства. И это вот меня вызывает серьезную озабоченность, потому что за позицией Валерия Александровича Тишкова о создании российской нации можно пойти дальше. Объявить эту нацию единственной государствообразующей нацией, объявить, что один язык только государственный, и дальше уже будет мало места для народов Российской Федерации. И для их республик тоже. А так как Тишков находится вот в рамках вот этой политической системы, она может его поглотить тоже, к сожалению. Хотя институт этнологии, я бы не сказал, что он состоит только из сторонников взглядов Тишкова. Тишков там сейчас уже не является директором, он всего лишь научный руководитель. Там есть много других ученых. Но, может быть, скажем, какую-то дискуссию провести с участием, скажем, ученых Института истории, Института этнологии, я думаю, что можно было бы, чтобы посмотреть друг другу в глаза и, так сказать, показать реально, что мы думаем по тем проблемам, которые сейчас в России существуют. Такое вполне возможно, можем даже в Казани провести такую встречу. Друзья, если что, в описании под нашим стримом есть мой номер телефона. Вы можете написать вопросы в WhatsApp и в Telegram. Я продолжаю получать от вас вопросы. Большое вам спасибо за очень конструктивные, очень хорошие, очень красивые вопросы. Вот один вопрос прям зачитаю. Это прям песня. Ильнур, добрый день. Узнайте, пожалуйста, у Дамира Абы, что можете рассказать про татар северо-востока Башкортостана, а именно Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы. Мы живем в окружении истинного башкирского населения. Язык немного приобрел башкирские черты. Менталитет тоже чуть поменялся. Немного обидно, что когда говорят о татарах РБ, речь идет только о северо-западе. А нас на северо-востоке много. И говор у нас
не менделинские, а златоустовские. Говорим вместо ч, с, но окончание, как в Татарстане, ы, и, то есть бармы, кильми, уйнамы и так далее. Дамир Абы, вам слово, что по поводу северо-восточных татар Башкортостана? Ну, действительно, там их довольно много, и вообще-то этническая история хорошо изучена, и язык тоже их описан, говор, поэтому там проблем нет. Это, в общем-то, татары относительно поздно появившиеся там, в основном переселенцы XVIII века, хотя некоторые группы, может быть, и пораньше переселились, потому что, скажем, есть группы, которые могли еще при завоевании Сибирского ханства там появиться. Есть косвенные данные о том, что часть вообще могут быть сибирскими татарами, которые там сидели и до этого. Там же недалеко проходила граница Сибирского ханства, может быть, они там и остались. Но, короче говоря, здесь действительно и этнологи это признают, татарские этнологи тоже писали, там довольно сильное влияние башкир было на язык и на культуру. Но самое интересное то, что кто эти самые башкиры, которые там живут. Вот, по моим данным, эти башкиры в большинстве являются потомками монголо-татар. Вот, так что кто есть здесь старший брат, кто младший, тут еще надо специально изучать. Ну, достаточно посмотреть на родовой состав племенной, и сразу все станет ясно. Дамир Абы, вопрос задам от своего имени. В общем, во время этой нашей предпереписной татаро-башкирской дискуссии мы, в принципе, увидели, ну, так сказать, наверное, такой небольшой срез нашего научного состояния, нашего научного сообщества в Татарстане. Так уж получилось, наверное, не знаю, может быть, или не просто так получилось, но в авангарде у нас, как мне кажется, ну, условно в авангарде стояли, значит, историки, сотрудники института Марджани. Были подключены связи с историками там, федеральными, да, там, вот, Центр золотоордынского исследования, там Хаутала, например, пикировался с, значит, Юлдашем Юсуповым по поводу тоже там башкирской тематики, да, то есть, ну, вроде как хорошо так отработали. А что вот по поводу, например, нашего института языка, литературы, искусства, да, вот наших филологов? На ваш взгляд, все-таки мы смогли объяснить, что, ну, грубо говоря, мы объяснили, что вот все эти построения по идентичности, по истории башкир относительно татар северо-запада, это фейки, это что-то вот такое, да? А вот по северо-западному диалекту, так называемого башкирского языка, мы смогли вот этот вот фронт отстоять? Или здесь нам с филологами нужно глубоко покопаться в самих себе и посмотреть, и сделать работу над ошибками? Ну, я бы не сказал, что ИАЛИ не сработала. Институт языка, литературы и искусства сработал достаточно хорошо. И они успели подготовить большое число работ, издали эти работы. И потом у них же предыдущие десятилетия были подготовлены фундаментальные труды. Вот, например, диалектологический атлас. Это очень серьезный труд. Там несколько десятилетий ушло усилий на подготовку этого труда. И вот если кто-то хочет одним щелчком опрокинуть их построение, не получится. Это же надо экспедиции сделать такие же, как сотрудники этого института делали. Я их всех знал, вот диалектологов старого поколения. Многих из них уже нет в живых, но они очень серьезную работу проделали. И вот современные ученые из ИАЛИ, и они со мной тоже выступали в ряде передач, они очень грамотно показали языковую ситуацию на северо-западе Приуралья. И поэтому я хочу сказать, что они не хуже наших историков оказались в плане объяснения реального положения дел. Но вот другое дело, что у нас есть один недостаток. У нас слабо развита социолингвистика. Что это такое? Можно объяснить примерно на пальцах для простых людей? Это вот использование языка и языковая политика в современных условиях. Вот как все это выстраивается, как объяснять то, что происходит на современном уровне. Ну, это нечто среднее между лингвистикой и социологией. То есть вот изучается современная практика языковая. Ну, вот, скажем, в ситуации в Башкортостане, там же надо провести специальные исследования, скажем, вот
в этих так называемых башкирских селах северо-запада достаточно провести грамотные социологические исследования, где надо спрашивать население, кем вы себя считаете, каков ваш язык, чем вы отличаете свой язык от татарского языка. Это конкретное исследование. Вот таких исследований, к сожалению, нету. И поэтому вот башкирские этномиссионеры на этом паразитируют. Но это, конечно, не наша территория, там, хотя можно было бы договориться и с московскими социологами провести вот такие исследования. Но это на самом деле функция отчасти этнологов, которые в Институте истории находятся, отчасти лингвистов. Они должны вот совместный проект с москвичами сделать, и вот такие исследования надо проводить. Это вот недостаток наш общий. Просто мне татары Башкортостана тоже писали в личку и говорили: Ильнур, как, мол, так, значит, эти мародеры там что-то там какую-то нормандскую привлекли, там Дыбо привлекли, каких-то вот ученых Российской академии наук. Это теперь типа все, вопрос закрыт, то есть федеральные ученые уже признали северо-западный язык, значит, мы, татары, проиграли вот эту лоббистскую, научную, академическую войну. Вот так вот, что ли, получается? Нет, вот с таким настроением мне просто пишут. Ничего мы не проигрывали, не надо сразу там поднимать панику по этому поводу. Но есть один нюанс, вот, который надо понимать. У нас есть своя самостоятельная академия наук. Мы из Российской академии наук вышли и создали самостоятельную академию наук. В Башкирии, это вот специфика Башкортостана, они некоторые свои институты оставили в Российской академии наук. Вот их ИАЛИ является составной частью Российской академии наук. Хотя есть самостоятельная академия наук, она как бы такая немножко виртуальная, но там тоже есть отдельное подразделение. Но главная группа башкортостанских ученых сидят на самом деле в системе РАН. И вот получается так, что они как рановская структура больше взаимодействуют с некоторыми московскими ведущими институтами. Сейчас вот Дыбо, про которую здесь речь идет, она постоянно приглашается на тюркологические всякие конференции в Башкортостане, ее там знают, она знает местные кадры. А наши, скорее всего, лингвисты не так хорошо взаимодействуют с центральными учреждениями научными. В этом некоторые проблемы есть, но это уже относится к вопросу о том, насколько грамотно наша Академия наук выстраивает свою научную политику и свои контакты с ведущими московскими институтами. Тут есть над чем поработать. И, во-вторых, конечно, необходимо иметь в виду, что те лингвисты, которые вот подрядились каким-то образом продвигать северо-западный диалект башкирского языка, конечно, они, наверное, неплохие деньги заработают, но это не означает, что им удастся доказать в научном плане башкирскую принадлежность вот этих приуральских говоров. Потому что я уже сказал, со стороны татарских ученых, татарских интеллектуалов на самом деле выставлен массированный конкретный материал. И потом там же, мы знаем, есть на севере Башкортостана много, собственно, татар, которые, может быть, в 18 веке переселились. И даже экспедиционно по языку я знаю, что там никаких различий в говорах, собственно, татар и тех, кто записан был башкирами, и, может быть, даже спорщиеся с башкирами, никаких различий нет, это один и тот же язык. Поэтому вот как в такой ситуации определять этническую принадлежность языка, это самый такой трудный вопрос. Но, можно сказать, научный, можно вокруг этого дискуссии вести. Поэтому, если там в Москве какой-то проект такого рода будет раскручиваться, а я слышал, что вот скоро этот вопрос будет обсуждаться в Институте языкознания, то в этом случае татарские ученые обязательно подключат, свое мнение скажут. Ну, может быть, придется апеллировать и к международному сообществу ученому. В принципе, закругляемся. Дамир Абы, у меня к вам, наверное, такой завершающий вопрос. Вот мы 2 года, в принципе, были в таком состоянии идеологического противостояния. Мы сделали фильмы, там, видеоматериалы, вы мне тоже помогали с консультацией. Вот хотелось бы ваших немножко эмоций услышать, потому что мы как тут такие люди, там, очень погруженные, рассуждаем, да? Вот за 2 года что вас удивило?
А я понимаю, вас тяжело удивить. Уже у вас 8-й десяток начался, да, идет. Что вас удивило в этой вот переписной кампании, что вы к своим годам сказали, а что, так можно было разве? Значит, первое, что меня поразило в эту переписную кампанию, оказалось, что многие наши академические труды, а их достаточно много, на самом деле до простого народа просто не доходят. И когда вот в интернете начинаются раскручивать всякие дискуссии, они во многих случаях опираются на элементарное невежество, к сожалению. То есть люди не читали того, что уже написано, не способны анализировать сделанные публикации и оттуда вводить грамотные выводы. Вот это меня поразило. Но, к сожалению, народ, он и есть народ, потому что не зря ученые являются особой такой кастой, которая серьезную методологическую базу выдвигает при любых построениях. И, конечно, источниковую базу. Второе, то, что меня поразило, конечно, мы недостаточно хорошо понимали, что сейчас, может быть, особенно люди моего возраста, что уже мы вошли в век интернета окончательно. И оттуда же выхода не будет. И поэтому нам в этот интернет-пространство не просто надо войти, а там поселиться и вообще научиться пользоваться этим оружием. На самом деле, там можно очень многие вещи сделать, те, которым раньше не способны были. Мы можем охватить мгновенно очень широкую аудиторию, можем там серьезные дискуссии вести. Сейчас уже и ряд конференций научных мы провели просто вот сидя за своими столами, никуда не выезжая. Все это можно сделать. Ну, это новый век, новое время, поэтому этим надо пользоваться. И в-третьих, я пришел к выводу, что татарская сторона оказалась не готова в плане подготовки политтехнологов. Вот, нам нужна серьезная группа политтехнологов. Кстати, мы замечания по этому поводу слышали и из нашего аппарата президента на самой начальной стадии. Короче, нам необходимо готовить молодое поколение политтехнологов и вообще людей, которые способны вести вот такие интеллектуальные дискуссии на широких просторах интернета. Это задача будущего. Очень хорошее, наверное, завершение. Теплится надежда все-таки. Мы только этой переписью не ограничимся, а будем действовать, работать и дальше, и будем уже готовиться к следующей переписи. Перепись прошла, готовимся к следующей переписи. Вот, Дамир Абы, большое спасибо за беседу. В общем, у нас, наши уважаемые комментаторы, зрители, подписчики канала Татара Мира, ждите, будет обязательно разметка по тайм-кодам. Там, значит, можете пересмотреть или просмотреть конкретно интересующийся вас отрезок нашей беседы. Всем спасибо. Саббулахас.